уж. Кстати, не вижу Аркера. Твой жених обещал нас встретить. Где же он? Может быть, поезд раньше пришел? Да-да, специально из-за него расписание изменили. Я бы на твоем месте уехала. Но у нас туда направление на работу. Какое нахальство. Привезла ему невесту, а он даже встретить не мог. А может, что-нибудь случилось? Эй, Шамурат ага, женит сына! Встречайте невесту! Здравствуй, Шамурат. Здравствуй, проходите. Тащи еще ковер. Шерли, сходи, пригласила Паухова. Ну, скоро! Ну, чего ты орешь? Уезжай. Я бы уже давно уехал. Да, вот бы и получил по шее. С матерью не справишься. 5 дней какие-то тряпки собирает. И все равно к поезду опоздали. Ну, что я ей скажу? А знаешь, сынок, может, это и к лучшему. Надо, чтобы она с самого начала почувствовала, что такое мужчина в доме. Это хозяин, властелин. Отец, и я хочу тебе дать совет. Громко об этом не говори. А что? Да все в ауле знают, какой ты властелин. Мама! Покажу я ей. Так вот, соседушки, она из города, наших обычаев не знает. А если вдруг заортачится, Марал. отстань, не обращайте внимания. Не волнуйся, Марал, от нас не уйдет. А то, что из города, не беда. Я сама не раз в городе бывала. Уж прошу вас, оденьте мою невестку как следует. Это вот ее платье. Тут украшения, это носки, тут платок, это... Отпусти ты их. Я буду Отстаньте! Ты делаешь успехи. А ты не смейся, я своего добьюсь. И я своего добьюсь. Вся эта возня ни к чему. Все равно она здесь жить не будет. Я увезу ее в город. Попробуй только. В город. Не для того я тебя растила, чтобы позорил меня на старости лет. Еще платок. Да ни за что Сильбе это не наденет. А ты молчи, тебя не спрашивают. Вот платье. Не захочет, заставим. И не посмотрим, что она городская. У меня у самой зять в городе завмагом работает. А если не наденет, то не переступит порог нашего дома. Не тебе, сынок, а мне с ней жить. Бог с тобой, Бог с тобой. Когда же, наконец, красавица моя, придешь ко мне, я жду тебя давно. Ой, все ли я положила? Платье я положила. Халат, платок, носки положила. Стойте! Подождите, я забыла. Я же галоши забыла. Скорей! Черт бы тебя взял с твоим ослом, не видишь, куда едешь. Ну, как договорились по обряду? По-моему, да вот выехать не можно. Морал. О, настоящий сюжет для газеты. Развеселю я своих читателей. Поздравляю тебя, Морал. Добилась своего, а вот осел все-таки с тобой не согласен. Что ты зубы скалишь? Помог бы лучше. А ну-ка, подержи моего коня. Сейчас увидишь. Разойдитесь все. Баламут. Встань. Они привезут красивую девушку. Оп. Поезжайте. Садись, садись. Как это ты его уговорил? Сказал, если не встанет, не Вот шаг видишь, надену. ему это понравилось. Наоборот, испугался и убежал, чтобы не поймали. Конечно, где ослу понять, что значит старинный обычай? Этот Да и обычай тебе. устарел. Ах, для таких скоморохов, как ты. И это по старинному обычаю вот так гостей галошами встречать. Ой. Ведь я забыла им галоши-то отдать. Догоняй. Ой, ой, Беги. ой, ой, ой. Вот они.
Будь наготове, сейчас едем в город. Приготовься, соседка. Не трогайте меня! Дайте нам пройти. Смотрите, чтоб жених не подкрался. Куда ты лезешь? Я не такую. Почему ты нас не встретил? Мне так стыдно было. Я потом тебе все объясню. Скорее в машину и обратно в город. Зачем? Ну, скорее, скорее, пока нас не увидели. Я ничего не поняла. Они хотят справлять свадьбу по старому обычаю. Обычаю? Что это значит? А это значит, что свахи нарядят тебя в свадебное платье и наденут на тебе и шмак. А вдруг он мне пойдет? Это не шутка, Сильби, не валяй дурака. Нет, это интересно. Идем. Они тебе закроют лицо халатом и запретят говорить. Джамшит, а где одежда? Гульджан! Гульджан, я тебя не узнала. Как красиво, очень красиво. Тебе так идет это платье. Если всех невест так встречают, я тебе не завидую. Они меня чуть не задушили. Невеста, держите ее крепче. Вы не ту нарядили, вот это моя невеста. А это можешь сжечь. Какие-то бешеные. Вот она, наша красавица. Гульджан, скорее фотографируй, пусть останется на память. Рано радуешься. Тебе эта экзотика может очень дорого обойтись. А я хочу свекрови понравиться. Хватит разговаривать. Ты знаешь, что невеста не должна показывать лицо. Спрячь сейчас же. Как? Вот так? Шерхана. Ложки не знаю чьи. Ну перестань! Этот Мурада. Этот Лопоухова. Этот Берды. Нет, этот же Лопоухова. Значит, этот Мурада. Ух ты. Да перестань! А это чей же? Не помню. Опять все сначала. Значит, этот... Черт возьми. Джамшит! Идет. Ну, пусть послушает. Отец, ты на кого тут смотрела, а? Да на тебя, на тебя. Тише, разбудишь. Ничего, пусть встают. Они будут спать до вечера, а я буду на цыпочках ходить. Ну, пусть поспят. Невестка у меня не нарадуется. Джамшит хотел ее сразу в город увезти. Она говорит, кто мать обидит, тому счастья не будет. Ты лучше скажи, кому этот самовар отнести. Ой, да ты что, свой самовар не узнал? Как у вас тут хорошо.
Канал рядом, сад. Аллах всемогущий, прости меня за нее. А Джемшид все еще спит? За что? За что наказание такое? Что случилось, мама? Опозорила. Опозорила нас на старости лет. Да как ты смела голой выйти на улицу, как ты смела? Завтра же сожгу все твои тряпки, все до единой. Вставай, скорее, вставай. Смотри, что она натворила, а? А ты лежи. Ой, да где же ты? Что? Ох, еще Что? этот граммофон. Джемшид, что же случилось? А ты еще не догадалась? Что, ты в таком виде ходила? Да, что? Вот это и случилось. Мать из-за этого сердится. Джемшид, Да. неужели даже купаться? Я должна была идти в свадебном платье. Конечно. Теперь ты без этого платья не имеешь права и шагу сделать. Это и называется выполнять все обряды. А что значит обряды? А это значит не выходить на улицу с открытым лицом. Раз. Разговаривать со старшими только при помощи младших. Два. Угадывать желания моих родителей с полуслова. Три. И долго это будет продолжаться? Ну, 15, 20 лет. Пока не состаришься. Не вижу повода для шуток. Ну. Я не шучу. Ты помнишь, Сильби, я тебя с самого начала предупреждал. Уехали бы в город и все. А тебе поиграть захотелось. А теперь ты понимаешь, что это для стариков. Сильби, ты веришь мне? Тебе я верю. Ну? Клянусь тебе священной луной, что серебрит цветущие деревья. Не клянись луной непостоянной, луной свой вид меняющий так часто, чтобы твоя любовь не изменилась. Так чем поклясться? Вовсе не клянись. Или, если хочешь, поклянись собою, самим собой, души моей кумира. И я поверю. Если чувство сердца... Нет, не клянись, Джемшид. Чтоб беде вдруг счастья не уступить, нужно верить в друга и любить. Легко потерять, что добывал в пути долгом. Трудней любовь от горя сохранить. Пусть трудны далекие пути, в край весны всегда по ним иди. Ну, Шагай хорошо. степью или тропой идешь в город. Едем в город. Я вижу, тебе здесь не ужиться. Если друг рядом, ты что, обиделся? Нет. Счастье найдешь. Но рано или поздно все равно нам придется уезжать отсюда. Так уж лучше сразу.
Джемшид, прости меня. Ну, подождем немного. Может, обойдется? Если бы ты знал, как мне трудно. Ты бы о муже так беспокоилась, как о своих шелкопрядах. У мужа руки-ноги есть, с голоду не умрет. Ну, хватит. Устал я. А вот если я своих червячков не накормлю, никто их не накормит. Зато они у меня раньше, чем у других, в коконы завьются. А, коконы. Доченька, доченька, положи эту вязанку на осла, а отец по пути завезет. Как тебе идет этот наряд? Ой, Куда тебя несет? Ты что, ослепла? умница. Все собрала. Умница какая. Отдай, отдай. Это не тебе. Ну, отдай же. Сама догадалась. Что надо, то и положила. Ничего не забыла. Вот здесь огурцы, помидоры. Ну, не позорь меня. Отдай, отдай. Опять чай пахнет газом. Неужели тебе трудно костер разжечь? Сегодня невестка чай готовила. Не сердись на нее, она не знала. Нечего сваливать на невестку. Тебе лишь бы отделаться от меня. Я уж не помню, когда я пил настоящий чай. Ой, ой, разошелся. Навязали узелков, как будто на месяц отправляюсь. Ой, что с ней? Ой. Она тебя ослом обругала. Никогда на меня при ней не кричи. Дайте мне спокойно уйти на работу. Ах ты моя заступница, мы же с ним Где не моя ссорились. фуражка? Да почем я знаю? Ай, черт. Смотри, листья не забудь. Не сердись на него. Он добрый старик, ты сама увидишь. Я, слава богу, с ним 40 лет прожила. И шаг отнял листья. И что, съел? А почему ты меня не позвала? Но мне же запрещено с вами разговаривать. Да, представь себе, и даже больше, чем ты думаешь. Сильви, неужели у тебя самолюбия нет? Ведь это же издевательство. Джан Мурат, посмотри со стороны, как я делаю. Ты все с плеча рубишь. Это не всегда помогает. Я хочу, чтобы мама сама поняла, что она не права. Короче говоря, хочешь ее перевоспитать. Желаю успеха. Ну, не совсем так. А если не так, то все останется по-старому. Она меня очень полюбила. Ну и что ж, это ей не помешает держать тебя под ешмаком. А можно я на велосипеде покатаюсь? Можно. И все-таки я не понимаю, откуда такая покорность? В институте ты была совсем другой. А что ты хочешь, чтобы я сделала? Плюнула на свекровь на мужа и ушла? Закройся, твоя свекровь легка на помине. Вот, сначала ишмак, потом халат. Молодец. Ну ты рекордсменка. Здравствуйте, Марала Дже. Здравствуй, здравствуй. Поздравляю вас с невесткой. Как идет ей это платье. Знаю, знаю. На, доченька. А уж тихая-то какая. Ой, Прямо слова не вымолвит. ой. Что? Что за чудо? Что такое? Девушка в брюках. И чего только не насмотришься. Садись. Попей чайку. А что, доченька,
А штаны нельзя было пошире сшить, а? А то вроде бы как голая. Нет, мода А такая. цепочка куда там? Я вижу, я вам нравлюсь. Ты красивая. А меня вы бы взяли в невестки. А зачем мне две? У меня уже есть платье. Вы правы, Марала Дже. Какая из меня невестка? Я очень занята. Сегодня вела гонки, завтра самодеятельность. Что? И ты этим занимаешься? Ох, старый черт. Он и тебя заманил? Да, Мичикага наш руководитель. Он тебя еще не так нарядит. В прошлом году на Мурада перья нацепил. Ой, милая, а сам-то кота в сапогах играл. С тех пор ему собаки прохода не дают. А мы там еще и танцуем. Так и я умею. А это твист. Так умеете? И так сумею. Марала Дже, вы меня, наверное, за это осуждаете. Ну что ты, пока молодая, танцуй на здоровье. А почему вы Сильби не отпускаете? Сильби? Да, Мичикага прислал за ней. Ох, старый черт. Чтобы мою невестку людям на потеху выставить, я ему покажу. Не волнуйтесь, Марала Дже. Я совсем забыла, что Сильби и сама не хочет. Так что вы напрасно сердитесь. Ну, хватит поясничать. Вот и я говорю, не хватит ли? Спасибо, Гульджан. Ну, слава богу, уезжает. Ну, хвостка. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Ты права, Гюльша. Хватит. Сильби, где мои туфли? Скажи ему около радио. Она говорит около радио. Все вверх ногами перевернула. Скоро в новый дом переезжать, она белить. Ничего не могу найти. А чего я не могу найти-то? Жан-Мурат, что тебе нарисовать? Танк. Танк так высоко не ездит. И потом его надо рисовать черной краской. Ну, тогда спутник. Я не умею рисовать спутник. Похоже на солнце. Верно. И еще на цветок. Он называется ромашка. А ты нарисуй много-много таких. Хорошо. И будет у нас весна. Ага. Сильби, а где радио? Там, где туфли. Ага. А туфли где? Внимание, внимание. Сам шайтан Говорит радио, не мог такого колхоза натворить. «Рассвет». Ну где же она? Для тех, кто сегодня в поле, за штурвалами голубых кораблей и хлопковых полей, для всех, кто в данный момент не может присутствовать на общеколхозном Джемшит! совете, ваш покорный слуга, Идешь на собрание? Верещик, Иду. ведет репортаж из нового клуба. С самого раннего утра к величественному зданию нового клуба... Ой, голова кругом идет и ноги не держит. Сейчас же все поставьте на место. В глазах рябит от ярких... Слышишь, что я тебе говорю? Рубашек, кругом улыбающийся... Я не могу. Мне надо на собрание. Прогретый весенним солнцем воздух звенит радость. Ты сама не знаешь, чего ты ищешь. А тебе-то Да. что? Уходи отсюда, тебя ждут на собрании. торжество даёт весеннее сошло. А виновники этого торжества наши простые... Проклятие, советские где же люди, туфли? Кто неутомимым трудом в поле, в саду, на ферме носит неоценимый вклад в дело строительства коммунизма на благо нашей великой Родины, на благо родного колхоза. Имена сегодняшних героев у всех на устах. Это герой социалистического труда, звеньевой 3-й бригады, всеми уважаемый Нурдерти Халыев. Это неоднократная победительница в соревновании шелководов Марал Шамурадова, который... Ты не видела, где моя большая бутылка? И мои туфли. Да вы что, с ума сошли? Радовать нас новыми высокими показателями. И многие другие. Опять я забыла, что мне надо. У нас здесь участники собрания
передовики производства, гости из соседних колхозов приглашают. Что тебе надо? Пойдем и мы с вами. Я свои туфли ищу. Гостеприимно распахнутые двери. Вон они, твои туфли. В прохладе огромного празднично оформленного зала. Спасибо, отец. Люди шумные и оживленные. А? Ты что это, с матерью играть вздумал? Да туфли отдай. Возгласы, Это мои. Так бы и сказал. А то напугал до смерти. Алаберды Кули. Бери. Он поднял руку, призывая к тишине. Ну, я Слово пошел. берет Беги. заведующий молочной фермой Анагуль Мурадова. Я себя Она скоро предлагает здесь избрать Джимшит, ты идешь? Да подожди, я сейчас. следующих товарищей. Джимшит, зови меня. Доярку Отец, Нурджамаль пока ты найдешь свою Атаеву. бутылку, собрание уже кончится. Ну, помоги мне. А, Слово берет председатель колхоза. В своем докладе он подводит итоги прошедшего и наметит задачи предстоящего сезона. Итак, в добрый путь. А мы с вами, дорогие радиослушатели, пока расстанемся. Ой, я уже тут была. Вновь Что же мне приближение здесь времени. надо было? Сейчас вспомню. Туфли, бутылка. Разве я не нашла бутылку? Что ты с этим все носишь? Куда ты девала бутылку? Ой, вот что я искала. Здесь она. Бери. До свидания. Если бы я птицей стала, днями бы и ночами лучше песни напевала о дорогой Амане. В дом аж пришла я невестой, пусть будет радостный этот час, пусть словно звонкая песня, каждый Устала. звучит для нас. Пусть будет радостным день и час, от той песни, что пою я о вас. Пусть будет радостным встречи час. Добрая мама, сколько прожили дней вы трудных, сколько морщинок добрых возле глаз дорогих и мудрых. Пусть будет дочерью больше в вашей семье с той поры, как я в дом аж пришла невесткой. Пусть будет дружною вся семья, пусть будет радостным день и час, от той песни, что пою я о вас. Пусть будет радостным встречи час. Невестка хорошая. Ее бездельницей не назовешь. Старается. На городскую не похожа. Я по делу и только на 1 минуту. Сильви, к нам кто-то пришел. Дома есть кто-нибудь? Вы настоящий клад для нашего театра. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас, милая девушка, так, что у меня тут написано? Посмотрим. Итак, насколько мне известно, вы приехали сюда к нам работать врачом. 3 дня давно прошли, больные ждут вас. Искусство – вещь прекрасная, но, к сожалению, свекровь ваша этого не понимает. Хотите оформлять у нас спектакли? Скажи, дружок, может, она и говорить у вас не умеет? Ей же нельзя разговаривать со старшими. Из уважения. Сильби, мне не нужно такое уважение. Чему ты здесь ее учишь? То ничему я ее не учу. А вот ты, я вижу, поработала на славу. Такую Не девушку твое шмаком дело. закрыла. Ты распоряжайся у себя в клубе. А здесь я хозяйка. И не тебе, а мне она будет подчиняться. А если ты еще раз придешь, собаку спущу. Не горячись, морал. Я приехал сюда по делу. Предупреждаю, если сегодня же твоя невестка не явится к председателю... А что мне твой председатель? Он тебя вызовет в сельсовет, и тогда уж пеняй на себя, голубушка. Да в чем я виновата?
а в том, что свою невестку на работу не отпускаешь. Так бы сразу и сказал. А, ты будто не слышала. Я по радио сколько раз объявляла. Ты думала, я просто так Ей-богу, не болтаю, слышала. да? А ты пришел бы, чайку бы попил, с невесткой меня Придешь, а ты собак поздравил. спустишь. А вот с невесткой тебя поздравляю. Она у меня такая тихая, послушная и уж такая Может быть, красавица. может быть. Под халатом-то не видно. Бог с тобой. Совести у тебя нет. Такую девушку под ешмаком спрятала. Уходи, откуда Эх ты такой взялся? Боюсь, придется ее к председателю отпустить. Джан Мурат, иди, сынок, с ней. Да смотри, чтобы не смело со старшими разговаривать без тебя. Ты мне уже 100 раз это говорила. Я сам знаю, зачем я с ней хожу. Чурек хочешь? Мам, дай ей чурек. Здравствуйте, а вы кто? Скажи маме, что мы уходим. Сильби сказала, что мы уходим. Джан Мурат меня проводит. Джан Мурат меня проводит. Ой, я ее провожу. Как? В таком виде? В каком виде? А в каком виде? Как? И тебе не стыдно? Ты же как чучело. Можно было бы одеться проще, но я иду к председателю, а в костюме жарко. Можно было бы одеться проще, но я иду к председателю. Нет, вы, наверное, моей смерти хотите. Кто в таком виде на люди выходит? Раз я иду к председателю, я подумала, что это платье очень подходит. Раз я иду к председателю, то я подумала... А я говорю, не подходит. Ты свое платье носи. Это мое платье. Это точно. Ее платье я сам видел. Она взяла его из чемодана. Уходи отсюда и не вмешивайся. Я говорю о наряде невестки. Как, в ешмаке и халате? Да что вы, мама, идти в таком виде к председателю? Я же врач. Врач она. Значит, платье это ты не наденешь. Нет. Нет. Последний раз спрашиваю. Нет? А в одежде распутницы я тебя из дома не выпущу. Как? Распутницы? Что вы говорите, мама? Что такое распутница? Вот я тебе сейчас покажу, как подслушать. И раз, и два, и еще выше. Раз. Шимшин, приеду. Целый день с мотоцикла не слезал. Все участки объездил. Что нового, Джан Мурат? А, мама Сильви ругала. Сказала, распутница. А, я не знаю. Что-что? Сильби, что случилось? Из-за чего вы поссорились? Опять из-за этой одежды. Меня вызвали к председателю, и я оделась. Ну, пожалуйся, пожалуйся. Думаешь, ему нравится, Она меня сегодня распутницей назвала. что у него жена бесстыдница? Ну вот, а теперь бесстыдница. Если дело дошло до оскорблений из-за каких-то пустяков, а я этого не заслужила. Ну вот, слышал? Для нее это пустяки, а поссорились. Ради тебя я это не согласилась. А ты Ну, тоже. ты поймешь, что тебе для меня сделать. Ты забыл, что это такое институт, но я тоже человек. А вы хотите посадить меня в какой-то кокон. А что же мне делать? Она же мать! Как тебе не стыдно?
Почему она это убрала? Она боится, что я тебя убью. Я знаю, она меня любит. Но не могу же я принимать больных, закутанных с ног до головы. А переодеваться на работе, только людей смешить. А что если... По-моему, выход есть. Какой? Скажи маме, что мы пошли. Мама, мы пошли. С Богом. Мама, зачем ты листья кладешь? Я еду на новый дом. Сначала я поеду, накормлю шелкопрядов, а потом делай, что Но хочешь. я не могу, у меня расходник. Ничего, высохнет, еще разведешь. Ну как ты не понимаешь? Я с таким трудом выпросил этот единственный день, чтобы домом заняться. На той неделе переезжаем, и там еще ни окон, ни дверей. А я дала слово, что мои шелкопряды раньше, чем у всех, коконы завьются. Вот ты лучше наладь свою тарахтелку, чтобы не останавливалась. А я пока еще листьев подрежу. Мама, ты куда? Мама, там листья лучше, чем здесь. Да что ты понимаешь в листьях? Мама, а хочешь я сам порежу, а? Один помог, кое-как нарезал, да и то скормили ишаку. Мама, я аккуратно порежу. На, вот лучше подержи. На. Ой. Ой. Что, ой? Сам виноват, не стой на дороге. На. Ой, что это я устала, наверное. Джанмурат потерял. Ну, что ты делаешь? Зачем на грязь Сейчас положил? подниму, не волнуйся, не волнуйся. До сих пор у тебя ума нет. Ну, хватит дурака валять. Вставай, поехали. Сиди, она еще не ушла. Сильби, где ты? Сильби! 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 Сильби!
Ты что, на своих? Мы лучше пойдем. Ты что? А ну-ка. Опля. Не нашла, не нашла. Не нашла. Вы стойте здесь, а как будет можно, я вас позову. Идет? Сейчас поедем, сейчас поедем. Ты хорошо привязал листья? Хорошо, хорошо. Ну что ты так волнуешься? Посмотри, Куда как ты ты? привязал, а то они могут упасть. Уже некогда. Я и так опоздал. О, я забыл одну вещь. Подожди. На, держи. Это мне нужно для раствора. Только имей в виду, это очень ядовитая жидкость. Если хоть одна капля попадет на листья, все твои черви подохнут. Ну, поехали. Ой, оказывается, это вода. На. Поздравляю тебя, Сильби. Можешь гордиться своей свекровью. На, читай. Непосильный труд, унижение, деспотизм морал, безобразная клякса на ковре советской действительности. Но так же нельзя. Весь аул только об этой статье и говорит. Это Чикаго, по-моему, явно пересолил. Ну какой же это деспотизм? Закройся, ни с кем не разговаривай. А между прочим, я сама на это пошла. Это элементарное уважение. Вернее, унижение. Я так не считаю. Почему ты говоришь об унижении? Она этого не хочет. Она думает, что делает мне добро. Но ведь это она так думает. А в конце концов, раз тебя это устраивает, не будем больше об этом говорить. Не устраивает. Но я больше чем уверена, что настанет день, и она переборет себя. Этот день наступит, когда ты будешь старухой. Спасибо. Но ты не хочешь понять. Столетие невозможно переломать и уничтожить за один день. Она с этим родилась. С этим выросла, ничего другого не видит. А все эти насмешки, статьи ее только озлобляют. Разве это что-нибудь изменит? И ты предпочла вообще ничего не делать, а быть тихой невестой? Нет, увидишь. Несчастную девушку из рук суеверной свекрови. И Сильби Сапарова нашла в себе силы скинуть ненавистный ешмак. Не дури, читай, что там написано. А здесь так и написано. Ее сунет предрассудков душ справедливо восстала против деспотизма ее свекрови. Дай сюда. Клякса. Морал, как безобразный царев советской. Морал. Здравствуй. Что, дувал строишь? Строю. И правильно делаешь. Строй повыше. У тебя в доме молодая невестка, а здесь дорога близко. Каждый, кто захочет, тот и будет на нее глаза пялить. Правильно делаешь. Принесла нелегкая. Может, слышала, что говорят про невестку Лопоухова? Я слышала, говорят, в клубе танцуют. Как будто И сговорились. говорят, раздетая совсем. А уж как же Ирен хвасталась своей невесткой, помнишь? Конечно, помню, говорила, тихая такая. И вот тебе, пожалуйста. И в газетах про нее пишут и танцуют. Морал, я слышала, что и ты с
старших. А ну, пошел отсюда. Вороны. Так и есть. В тихом омуте черти водятся. Здравствуй, Марал. Ну что, дрожите? Немного. Сильби сегодня сердитая. На то есть причина. А? Какая причина? Не шевелитесь. А это вам за статью. Джемшид! Мама в больницу пошла! Скорей! Скорей! На, держи! Ну вот, еще 7 уколов, и от бешенства вы спасены. Не понимаю. И что эти собаки во мне нашли? Просто Так это не ты. Это я. Значит, это не ты. Как не я? Я? Ведь это я? Конечно. Что с вами, Мараладже? Может, вам плохо? Присядьте. А Сильби где? Она здесь. Нет, она тут. Где-то рядом. Ой. Зови ее сюда. Может, вас проводить к ней? Она в соседнем кабинете. Старая за ней бегать. Пусть сюда идет. Но она там. Я сказала. Марал, может, она укол делает в ее руках жизнь человека? А ты молчи, писака. Ты уже столько здесь всего наболтал. И откуда ты только слова такие берешь? Ты хоть бы правду писал. Не надо, Мараладже. Ну ты ведь все наврал. Если ты так считаешь, пиши опровержение, газета к твоим услугам. Сам напишешь, как его это. В общем, садись и пиши. А вот этого, при всем уважении к вам, дорогая Марал, я никогда не сделаю. Нет, сделаешь. Я написал, а ты опровергай. Чучело огородное. А вот за это оскорбление мы с тобой поговорим в официальном А где Сильби? Передай ей скорей. Петух общипанный. Смотри, Марал, ты за это ответишь. А, не нравится? Правда, глаза колет. Где же у вас тут выход-то еще? А меня? Меня можно называть как угодно, да? Будь здоров, чтоб тебя черти на том свете разорвали. Ну, что тебе от меня надо? Я уже тебе сказал, пиши опровержение. А ты долго
Долго будешь издеваться надо мной? А ты долго будешь над невесткой издеваться? А ты у нее спрашивал, издеваюсь я над ней или нет? Морал, здесь только проверенные факты, ни одного слова Ты лжи. меня опозорил перед всеми, и ты за это ответишь. Я до района дойду, а правды добьюсь. Какой правд? Что ты там скажешь? Ой, я несчастная женщина. Мне не дают дома невестку держать, товарищ председатель. Помогите мне, помогите. Уж я найду, что сказать. Я найду, что сказать. Не тебе меня учить. Сильви, я над тобой издеваюсь? Я над тобой издеваюсь? Нет. Нет. Не слышу. Нет. Ну, что теперь скажешь? Ни слова лжи. Только проверенные факты. А скажи, доченька, спроси у нее. Ты будешь в клубе танцевать? Ты будешь в клубе танцевать? Нет, это не мое амплуа. Нет, это не мое амплуа. А? Не мое амплуа. Не понимаю. А скажи, откуда этот разбойник взял твою фотографию? Откуда этот разбойник взял твою фотографию? Не знаю, это не я. Это не я. Вот что я тебе скажу, голубчик. Взялся бы ты за ум, пока не поздно. Обычаи своего народа уважать надо. Конечно, но ведь смотря какие. Ты вот... Эх ты, смотря какие. Наши обычаи. Уж ты состарился, так и не понял жизни. Так что подумай. Сильби, я так за тебя волновался. У меня такое чувство, как будто я что-то украла. Чепуха. Все обошлось как нельзя лучше. Идем. Этот халат тебе тоже идет, доченька. Мама! Мама плачет. Зачем вы над ней смеялись? Вот лекарство. Такая жара, а ты закуталась. Шамурат, в сердце у меня холод. Слышал бы ты, как они смеялись. Я боюсь. Ничего. Уходи отсюда. Опозорила нашу семью.
на людях покажусь. Уходи. Хорошо, я уйду. Мама, ей же неудобно в этой одежде ходить на работу. Эх, ты тряпка. Вот раньше за такие дела ее бы выгнали из дома. Ты хочешь, чтобы и я это сделал? Но нет. Что ты на всех кидаешься? И что тебе надо? Теперь уж мне ничего не надо, отец. Я только хочу спокойно жить. Ну, что ей стоит? Я так мало у нее прошу. Ну все, больше я не могу. Я уеду. Прекрасный выход. Ты понимаешь? Ты можешь оставаться. Спасибо. И как же ты мыслишь? Я буду жить здесь, а ты в городе. Ничего другого я придумать не могу. Как просто. Поиграли в женитьбу и разошлись. А что бы ты сделал на моем месте? Скажи, зачем я училась? Не могу же я похоронить тебя здесь заживо. А убедить маму я не в силах. Невестка из дома бежит. И правильно делает. Другая бы с первого дня убежала, а это еще жалеет тебя. Какой позор. Ты ее до этого довела. Ты бы меньше своих соседок-сплетниц слушала, а семью свою берегла. И не устраивала скандалы. Ну что ты к ней с этими тряпками пристаешь? Вот сын твой любимый соломенную шляпу носит, а не терпек из барашка, ты к нему не пристаешь. А он еще белый пиджак с разрезами нацепил. Мой сын инженер. А если бы она была инженером? Все дело в том, что она женщина. Подожди, Сильвия. Давай обсудим наши дела серьезно. После того, что произошло, она не сможет со мной помириться. Ну а как же я? Я для тебя ничего не значу? Джимшит, мы же с тобой не одни живем. Они тоже наша семья. А если уж не клеится, то вот завтра мы войдем в новый дом. Как мы будем там жить? Куда это ты? Пойду схожу в новый дом. Хочу там соль оставить. Может, это поможет. Пошел, пошел! Нельзя, нельзя! Фу, фу, фу! Мама, куда же вы? Подождите. Подождите. Выслушайте меня. Надо ее выслушать, морал. Подождите. Я уезжаю. Простите меня за все. В новый дом со слезами. А где же ты оставила Джимшида? Морал, тебя можно с новосельем поздравить. Завтра же эту новость по радио объявлю. Опровергать не будешь? Отстань, не до тебя. Мама, садись, я тебя подвезу. Ну, слава богу, догадался. Раз, два, давай. Раз. Хук. О. Ой. Раз, два, три, 4, 5, 6. Жан-Мурат, помоги мне слезть отсюда. Сейчас я вас выручу. А ну, эй. Подождите! Подождите, меня забыли! Меня забыли! Эй! Тебе удобно? Да-да, сынок. Все хорошо.
Поздравляю, Марал. Спасибо, спасибо. В новый дом едете? Да, Счастья тебе на новом месте, Марал! спасибо.